Аварцы и русофильство, Да. это странно. Мы же были тем народом, который воевал против России. Все. Я аварец, мусульманин и русский офицер. Мы, аварцы, по просьбе турецкого султана подняли в тылу воюющей русской армии вооруженное восстание. И оно продолжалось до тех пор, пока русские не вытеснили турок с Кавказа. Нас очень обижает, что в это же время ведь были обращения турецкого султана к тюркоязычным народам, к азербайджанцам, там, нагайцам, кумыкам. Они как мыши все попрятались, рот не открывали. У русских два таких подхода. В целом они предназначили еще в конце 19-го, начале 20 века имперскую эпоху нам ту же роль, как и армянам. Аварцы и русофильство, Да. это странно. То есть не дать соединиться тюркскому миру. Вот они считали, что лезгины и аварцы должны быть, прямо они пишут, латиной, не допускающей объединения Тебриза, Стамбула и Казани, так как у них в документах. Этот депутат с криком, шумом выступил. Вы посмотрите, что делает царский сатрап. Он же говорит, нам говорит, не дает изучать наш родной тюркский язык, а финансирует какое-то аварское наречие, он называл. Наречие. Нам помог Сталин в Дагестане. Сталин. Для аварцы и русофильства Да. это странно. Ну, в Российской Федерации нам никто ничего не запрещает. Есть в Южном Дагестане, они там две породы, как назовем их. Одни это кызылбаши, в Дербенте, которые солдаты. Они имели земли, а остальные были... А все шаги у нас ведут к чему? Ведут обязательно, что мы где-то прокалываемся, где-то это.